Книги без літар на коммуникат.орг. Соловей и Воробей в училище у одной консерватории. Только Воробей скончил ее заочно. Студентський анекдот. Телевізійна п'єса по радіо. Уявіть собі, шановні слухачі, запали на екран телевізора, на якому нічого нема. Тільки чорно-білі волоси, ось і все. І два голоси коментаторів, першого і другого. Ми гэты голоси занадто добре ведаем, а некоторые, почувши их, як мага хутчэй, прикручивают гук телевизора, каб не псовать агульнага ўражання ад убачанага на экране. Перший. А вот стартуют эстонцы. Они ничем особенным в биатлоне не отличались. Другие. Да, но если учесть, с каким тяжелым политическим багажом они стартуют, вы понимаете, дорогие телезрители, что я имею в виду? Вся-то их националистическая неопределенность, глядение на Запад, эти попытки эстонских депутатов негативно решить проблему закрытия старейшей и последней русской гимназии в городе Нарве или Тарту, уже не помню, непременно должны сказаться и на результатах соревнований. Ну вот, не попал по мишени эстонец. Перший. Да нет, это не эстонец, это латыш. Хотя, впрочем, разницы особенно я не вижу. Другие. Нет, это, по-моему, немецкий спортсмен. Вы помните, дорогие телезрители, сколько раз немцев подводила стрельба? Перший. Да, особенно в 1944 году. А может быть, вы без нашего комментария не смотрите? Тут у нас по монитору показывает новый фильм Спилберга. Судя по тому, что происходит в нем, это вторая часть парка юрского периода. Другие. Да нет, это старый фильм, это про Мюнхенскую Олимпиаду, когда террористы захватили в Олимпийской деревне израильских спортсменов. Перший. Какие израильские спортсмены, Владимир Алексеевич, когда по экрану крокодильчики бегают. А вот 83-й номер уходит. Куда? Другие. До последнего решил бороться, так сказать, если не сорвет две стрельбы. А вот наш биатлонист Магомат Раздристулин под 13-м номером, но все равно, несмотря на номер, умеренно отстреливается и, обогнав украинского биатлониста, идет дальше. Перший. Да, я представляю, с каким политическим багажом и настроем на спортивную борьбу вышли на эту гонку украинские биатлонисты. Каждый год у них там в Киеве что-то происходит. Эти схватки голубых с оранжевыми и оранжевых с голубыми. А страдает прежде всего спорт, престиж государства. Вот, опять не попал украинец по мишени. Другие. Это китайский спортсмен. Кстати, о китайцах. У нас в школе, где я учился, учитель истории всегда шутил приблизительно так. Дети, знаете ли вы, сколько у мира китайцев? Так вот, если с утра китайцев поставить в шеренгу и начать расстреливать из автомата, то к вечеру всех не расстреляешь. Это я к тому, что в последнее время очень много китайцев стало появляться на международных соревнованиях. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Впрочем, вам судить, дорогие телезрители. А говорят, геонеалогические корни украинского президента Януковича произрастали из Минской или Витебской области. Любопытный факт. Вот нам показывают шведов, нет норвежцев. Окончил гонку норвежский спортсмен, стучит по лыжам. Перший. Да что по ним стучать, они же не из дерева. Устал, да, нелегкие погодные условия. Интересно, в таком состоянии, как у них при таких условиях сельское хозяйство функционирует. Вот этого австрийца, хотя он плохо стреляет все время, показывают по телевидению. Почему, когда есть масса других, более заслуживающих внимания спортсменов? Другие. Никита Михалков здорово провел церемонию открытия. Он еще здорово про этого инженера из Норильска рассказал. Правда, в Европе таких вещей пока не понимают. Так мы с ним 2 часа стояли, даже сфотографировались, и он нам подписался на экземпляре нашей спортивной газеты. Да, вот с ним. Перший. С инженером. Другие. Да нет, с Михалковым. Вы что, не помните, Алексей Владимирович? Перший. С трудом. Столько событий в один день, столько знакомств. Тут тебе и звезды биатлона, политики, бизнесмены, голова кругом. Тем более временная разница на час позже, чем у нас. Проблемы. Другие. К сожалению, самая большая проблема на соревнованиях – проблема питания комментаторов. Обедов не дают, а если дают, то не вовремя и вечером. Перший. Вы-то хоть сало привезли? Другие. Да, как говорят у нас, и сало, и до сала. Таким чином, шановні дорогі глядачі, підійшов до кінця ефірний час нашого репортажа о першому дні чемпіонату світу по хокею, пробачте, біатлоні. З вами разом у студії у канадському городі Ванкувері були коментатори національного першого каналу, а пошні ягоне слово заглушає сигнал панорами. Ми так і не довідаємося про це життя, хто був з нами. А шкода.